Эпоха национального возрождения осетинского народа и его герои. Так называется наша лекция. При прочих позитивных переменах нового времени последние 30-летия после распада Советского Союза поставило ряд жгучих проблем перед национальной интеллигенцией. По инерции прошлых эпох мы их решение взваливаем на плечи чужого дяди. Сами же самоустранились от них, хотя мы и только мы способны и обязаны решать эти проблемы. Между тем, в постановке решений кардинальных проблем национального развития есть яркие примеры из прошлого, которые должны и нас стимулировать сегодня. 19 и начало 20-го столетия для осетинской культуры и национального духа был своеобразной эпохой возрождения. Раздумывая об этом времени, об этом периоде подъема национального самосознания, перед глазами проходит целая галерея деятелей, видных представителей научной и творческой интеллигенции, природных осетин и неосетин, которые стояли у истоков зарождения письменности, первых шагов в деле образования. Знакомясь с многочисленной разнообразной литературой по осетиноведению, так и напрашивается, что стимулировало их авторов, отдавая свое сердце, творить свои труды во благо народа, который для одних был родным, а другие встречались с ним впервые. По всей вероятности, одни из них руководствовались научным познавательным интересом, удовлетворяли собственное любопытство. Для другой же части, помимо научного интереса, движущей силой, локомотивом, служила горячая любовь и симпатия к народу, искреннее стремление помочь ему, сердцем и душой выкарабкаться из пучины отсталости. Это стремление проходит красной нитью через их творение, а образ народа постоянно мерещился перед их взором. Сказанное можно проиллюстрировать именно несколькими яркими примерами. Хочу вам рассказать, начать наш рассказ об этих выдающихся героях с имени Ивана Георгиевича Габараева, который известен в литературных источниках как Иван Ялгузидзе. Помимо своих этнографических трудов, это мое главное занятие, я одновременно занимался именно изучением истории и истории некоторых выдающихся деятелей нашей культуры. И вот меня очень сильно заинтересовала самая жизнь Ивана Ялгузидзе. И о нем в прошлом году вышла вот такая книга «У истоков осетинского просвещения». Это моя книга, она прошла презентацию, и мне кажется, это наиболее полное издание о жизни и деятельности этого выдающегося человека. Этот человек оставил очень большую память о себе. Сегодня памятники Ивану Габараеву и Ялгузидзе и в столице нашей республики, и в столице Северной Осетии. Да, его имя все больше и больше становится популярным. Да, в этом плане очень большое спасибо фамильному совету Габараевых, которые проявили эту инициативу и пропагандируют своего героя. Вот чтобы просто иногда сослаться лучше на источники, нежели просто от себя говорить. Как началась его история в целом в итоге? Вот что он сам писал о себе. Обратите внимание. «Меня по рождению и по происхождению осетина, он из селения Залда, недалеко отсюда, Габаратакав. Меня по рождению и происхождению осетина маленьким мальчиком привез в Грузию царь Грузии Ираклий II. Я отдал учиться с тем намерением, чтобы со временем вам, соотечественникам осетинам, чем-нибудь быть полезен. Я тоже по мере своих сил старался учиться, и слегка приоткрыли слабые глаза моего молодого ума, вследствие чего в самой незначительной степени стал понимать грамоты на грузинском языке и узнал, что народ, не имеющий книги, письменности, лишен правильного понимания, не знает, как следует самого себя. Писание, делающее мудрым, обязывает всех стараться приносить пользу своим соотечественникам
Я видел между всеми народами вас, соотечественников, лишенных этого великого блага. У вас не было письменности, и, думая об этом, я старался сделать попытку создать книгу на осетинском языке. Создал я вам эту книгу, называемую на грузинском языке «Сахареба». Над ней трудился 3 года. Работу начал 15 ноября 2020 года и закончил 25 мая 2023 года. Так я по мере сил трудился над тем, чтобы вы, мои единокровные осетины, не остались без книг, без письменности. И теперь молюсь и умоляю всех, чтобы в дальнейшем вы сами и ваши дети из рода в род все больше просвещались умом. Вот эти слова Ивана Ялгузидзе можно вывесить крупными и написать именно на каждом в университетских стенах и везде всюду. Настолько трогательные, они просто, какие прекрасные слова. В каком выигрыше было бы наше Отечество, если бы каждый из его сыновей горел такой любовью к своему народу. Что бы я хотел вам сказать в этой связи? Его забрали учиться, и учился он в лучших духовных заведениях, тогда были в основном духовные школы в Тбилиси. Сам выучился грузинскому языку, а потом и русскую грамоту. Русская администрация тоже начала интересоваться юго-осетинскими делами. И, понимаете, в 18 век никто осетинского языка в Тбилиси, в Грузии не знал, тем более русский и так далее. Единственный осетин, который мог им помочь именно сопровождать вот эти экспедиции и тому подобное и прочее, оказался Иван Ялгузидзе. И вот в этой книге, если у вас будет времени, познакомьтесь с ним, вы очень много интересного найдете, как он помогал своим землякам. Иногда их притесняли грузинские помещики, как он защищал сердечно их интересы, в чем его наиболее выдающиеся заслуги. Главная заслуга его заключается в том, что он создал азбуку осетинского языка. Это его самая большая заслуга. Вот в этой книге приводится азбука, созданная Ялгузидзе, первая азбука на осетинском языке. Он знал только грузинский язык в совершенстве, и, естественно, на грузинской основе было создано, и прибавив к тому еще несколько букв, которых нет в грузинском языке. На основе этой азбуки он написал первый букварь. Этим букварем учились тогдашние церковно-приходских школах осетинский язык не только в Южной Осетии, но и в некоторых районах Северной Осетии. И этот букварь Ялгузидзе просуществовал еще до 40-х годов 19 столетия, когда академиком Шогреном, о нем будет чуть позже разговор, был создан, уже разработан алфавит на церковно-славянской русской основе. Значит, создал он азбуку, создал он букварь на осетинском языке. Он стал первым переводить церковные службы всякие на осетинский язык. И самое главное, он оставил в наследство нам свою большую поэму, которая называется на грузинском языке «Алгузяне», «Алгузекадек». На факультете осетинского языка и литературы, видимо, это все более подробно проходит. «Алгузяне», потом перевели его несколько человек, сперва на русском языке, потом на осетинском. Но на осетинском языке самый лучший, блестящий перевод этой поэмы, осетинской поэмы, сделал Бестауты Георгий, наш один из самых талантливейших поэтов. Азбука Ялгузидзе была внедрена в церковно-приходских школах Северной и Южной Осетии. Еще раз хочу повторить его слова. Я старался сделать попытку создать книгу на осетинском языке. Над ней я трудился 3 года день и ночь. Так я по мере сил трудился над тем, чтобы вы, мои единокровные осетины, не остались вне книг. И теперь молюсь и умоляю всех, чтобы в дальнейшем вы сами и ваши дети из рода в род все больше просвещались умом. Это вам один пример. Есть у нас 3 огромных столпа: академик Шогрен, академик Миллер и Василий Иванович Чабаев. Наиболее выдающиеся заслуги в развитии осетинского языка, в развитии и становлении его принадлежит вот этим 3 гигантам мысли. И первым среди них был Андрей Шогрен. Этот человек из Прибалтики окончил там Юрьевский университет, тогда это входило в состав Российской империи, и, будучи таким одаренным
выпускником он оказался в Петербурге. Сперва работал в библиотеке Петербургской академии наук, но потом, увидя его таланты и способности, он оказался полиглотом, то есть человеком, который просто-запросто усваивал чужие языки. Да. И он скоро стал сперва адъютантом, а потом уже избрали его академиком Петербургской академии наук. И занимался в основном финно-угорскими народами. Сам он представителем этого народа в первую очередь изучал именно языки своего собственного народа. И вот что получилось. Он приехал в Пятигорск. У него болел левый глаз, ему сказали полечиться в Кисловодских минеральных водах. И когда он прибыл в Кисловодск, ему сказали о том, что финно-угорские племена живут и в Тбилиси. И попросил Академию науки и представил ему командировку туда. Так он приехал первый раз в 1835 году из Пятигорска направился в Тбилиси. Сперва он интересовался кабардинским языком, потом стал интересоваться грузинским языком, и после этого какие-то обстоятельства свели его к осетинскому языку. Оттуда из Тбилиси приехал во Владикавказ. И вот осетинский язык, когда он познакомился с ним, он полностью сосредоточил свой последующий научные изыскания и так далее только вокруг осетинского языка, осетинской культуры. Да, ну, в общем, тогда он выехал обратно, в 1937 году совершил новую поездку в Пятигорск, оттуда уже во Владикавказ, совершил несколько больших экскурсий и так далее, и вплотную занялся изучением осетинского языка, осетинской грамматики. Можете себе представить, людям может показаться, как будто, ну и что, приехали ученые, изучили и составили грамматику. Вот я могу приехать в Эстонию и написать, допустим, историю Эстонии. Возьму архивные материалы и другое, то, что имеется, на этой основе можно написать историю любого народа. Но попробуйте написать грамматику народа, с которым ты первый раз встречаешься. Написать грамматику чужого народа – это что-то особенное. Даже не укладывается в голову, как он осилил эту большую работу. И вот он много потрудился над грамматикой осетинского языка, поработал во многих местах и составил большую работу под названием «Грамматика осетинского языка». Был очень известный публицист у нас Георгий Цаголов. И вот он писал, например, это 5-й том «Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах». В 1936 году академик Шугрин для поправления здоровья выезжает опять в Пятигорск и в Крым, а весной следующего года, 1937 года, снова прибыл во Владикавказ для продолжения своих ученых занятий, то есть изучения осетинского языка. Работы его не всегда протекали в тиши тогдашнего крошечного Владикавказа. Шугрин совершал поездки по Осетии. Так, например, он побывал в горах Тигори и въезжал в поселениях нынешних новоосетинских и черногорских станиц к моздокским осетинам. Нельзя сказать, что занятия Шугрина представляли из себя нечто особенно легкое, вроде нынешних увеселительных наездов. «Не стану рассказывать, — говорил он, — со сколькими препятствиями и затруднениями, одним лишь решительным самоотвержением и напряженным терпением, преодолимыми, я должен был бороться, достигая предположенной своей цели». Вот сколько мучений он испытал, находясь в этих, для того, чтобы именно достичь поставленной цели, то есть создать или написать грамматику осетинского языка. И вот на исходе 1837 года работа Шугрина была фактически закончена, и он возвращается в Петроград. Осталась у него какая-то работа, еще не завершенная, в Дегорском ущелье, и он зимой 1937 года выехал в Дегорское ущелье, чтобы именно завершить эту работу, поставить точку над этой большой работой. Но оказавшись вот в этих самых зимой в Дегорском ущелье, оттуда получает сообщение с Петрограда, что ему надо срочно выехать. А из Дегорского ущелья возвращаться обратно во Владикавказ было тяжелее, нежели перейти через перевал и спуститься в Тбилиси, чтобы из Тбилиси вернуться в Петроград. И он совершает вот это, в этих труднейших зимних условиях, совершает этот переход, в основном завершая свою работу.
И вот на исходе 1937 года работа Щегрена была закончена, и он возвратился в Петроград, излечившись от своей болезни, от болезни глаза, пострадав на возвратном пути в этих зимних условиях от жестоких морозов, стоящих в том году. Зато он придет с собой, как он сам говорил, достовернее материале к пространному грамматическому изложению осетинского языка по двум главным его наречиям – иронскому и дигорскому. Вот обратите внимание, приезжий ученый, тем более иноземец, пожертвовал буквально собственным здоровьем, лишь бы задуманное им свершилось. При этом им руководило не только научные амбиции, но и желание доставить народу осетинскому приятное чувство удовлетворенности. Много ли найдется людей в нашем обществе сегодня, которые бы ради народа, именно своего, были так способны повторять подвиг Щегрена. Полностью книга его была переиздана. И фактически вот эта книга была посвящена императору Николаю Павловичу. Сперва его издали на немецком языке, в том же году переиздали русский перевод этой книги. Она называется «Осетинская грамматика» с кратким словарем осетино-русским и российско-осетинским. Сочинение Андрея Щегреня, Санкт-Петербург, в 1844 году. Миллер считал Щегрена отличной для своего времени подробной грамматикой осетинского языка. Эта книга имела в тот период, как научная работа, об этом свидетельствует следующее. Тогда тоже состоялись вот подобного рода конкурсы, лауреатства, присваивали именно звание, объявляли конкурсы на лучшие произведения. И вот в Париже состоялся такой конкурс в области языкознания для присвоения именно премии лучшему представителю. И вот так получилось, что среди 10 работ, которые были выставлены в Париже, работа Щегрена заняла первое место. И он стал лауреатом этой престижной премии. Настолько обращали внимание тогда именно подобного рода работам, что датский король наградил Андрея Щегрена за его осетинскую грамматику высшим орденом датского королевства. Его особенная заслуга еще заключается в том, что этот Щегрен в итоге создал алфавит новый. Новый алфавит он разработал. И вот он писал следующее относительно. Понимаете, он был знаком с алфавитом ялгузиты, и перед ним стал вопрос, какой алфавит найти для осетинского народа. Вот как он рассуждал по этому вопросу. Стал вопрос, какую азбуку применить для изображения звуков осетинского языка. Величайшее затруднение, писал он, представляло необходимое установление приличной и особенному характеру языка свойственной азбуки. До сих пор, как мы уже видели, книги осетинские печатались двумя алфавитами. Славянским, это первая книга, изданная на осетинском, для Осетии в 1798 году, была напечатана на славянском алфавите, и церковно-грузинском. Мне надобно было, продолжает Щегрен, также избрать алфавит русский или грузинский, соображая как будущую судьбу самих осетин, так и предпочтительную склонность тех из них к русскому письму, которые знали то и другое. Я решился в надежде на вернейший и лучший успех принять за основание русский алфавит. И вот его азбука уже тогда утвердилась, на азбукой Щегрена печатались все эти книги, и азбукой Щегрена мы по настоящее время и пользуемся. Таков был подвиг другого выдающегося деятеля нашей культуры. Из ученых иноземцев, наряду с Андреем Щегреном, особенно любовь уважения осетинского народа заслужил выдающийся ученый-славист и кавказовед, академик Российской академии наук Всеволод Федорович Миллер. Заслуги Всеволода Федоровича Миллера перед осетинским народом – это буквально, друзья мои, неизмеримые. Он столько сделал для нашего народа, что просто мы должны обожествить этого человека. То высокие заслуги этого человека перед нами. Как он любил наш народ,
как он усердно занимался нашей культурой. Собираясь в первую экспедицию на Кавказ, Миллер еще не определил фронт своих исследований. Он окончил историко-филологический факультет и Московского университета, еще полностью не определился, чем заниматься. Но когда он прибыл именно на Кавказ и стал заниматься народами Кавказа и так далее, то постепенно предпочтением для него стала осетинская культура, осетинский язык. Хотя его труды в целом являются, кавказоведческие труды, очень солидные в целом. Но основное внимание он уделил осетинскому языку, осетинской культуре, осетинской истории. Он, когда поездил по Осетии, познакомился с его народом, с его бытом и оригинальной культурой, он сосредоточил, еще раз повторяю, все свои исследовательские интересы на осетин, посвятив всего себя исследованию языка, обратите внимание, языка, археологии, этнографии, фольклора осетинского народа. Он был универсальным ученым, он не был не только языковедом, он был одновременно историком, и археологом, и фольклористом, и так далее. И поэтому ему удалось сделать фактически подвиг в развитии истории и культуры осетинского народа. Его заслуги были настолько высоки, и любовь народа к нему настолько была высока, что осетинская интеллигенция того периода буквально боготворила его. Любое хорошее дело, которое совершалось в Осетии, сообщали ему. Настолько уже в тот период уже была обозначена его значимость для нашей культуры. В ответ на послание осетинской интеллигенции по случаю юбилея ученого и 25-летия выхода в свет осетинских этюдов, 25-летия выхода осетинских этюдов, где подчеркивались исключительные заслуги его в деле развития осетинской культуры, осетинского языка, Всеволод Федорович в обрядном письме своем писал осетинскому народу: «Я душевно тронут оказанным мне вниманием и старицей вознагражден за свои труды в деле научного изучения языка, народного творчества и исторического прошлого вашего способного и трудолюбивого народа, древнего сочлена индоевропейской семьи». Заинтересовавшись осетинами сначала только в историко-этнографической стороне, как потомками Аланов и Сарматов, я из лишних сношений с ними во время моих поездок по Осетии вынес самое отрадное впечатление. Я увидел перед собой народ живой, способный, интеллигентный, бодрый, несмотря на тяжелые условия существования, стремящийся к просвещению. Эти свойства вашей народности возбудили во мне искреннее сочувствие, которое руководило моими дальнейшими занятиями, направленными время от времени в Осетии. Вот такой был ответ, какой это был выдающийся человек. Мы, осетине, обязаны преклонить перед Всеволодом Федоровичем Миллером свою голову не только за его выдающиеся осетиноведческие труды, но и за то, что благодаря ему в осетиноведении пришли целая когортка талантливой молодежи. Свои экспедиции Всеволод Федорович организовал, естественно, летом. И когда он приезжал во Владикавказ летом, то, естественно, к тому времени уже появилось много студентов, осетин, которые учились в российских вузах, в Петербурге, в Москве, в других местах. Естественно, эти студенты тоже возвращались туда, бывали во Владикавказе во время летних каникул. И вот он попросил их собрать вместе, собрать этих людей. Поодиночке их было не десятками, а несколько. И где вы учитесь, в лесотехническом и так далее, за это спасибо. Но ты откуда? Из Дегорского ущелья. Вот тебе вопросник, поэтому вопросников поработай в ваших селениях и забери и так далее. И одного заставлял собирать сказки, другого нартовские сказания, третьего заставляли изучить там языковые особенности и тому подобное и прочее. Вот так он давал задание этим студентам, чтобы они собирали весь этот материал, каждый из того ущелья, откуда он был родом. И вот сегодня мы можем сказать, что потом в осетиноведении пришли целый ряд выдающихся именно деятелей осетинской культуры, и среди вот этих студентов, которые по институтской профессии были инженерами, лесотехниками и так далее, но впоследствии стали выдающимися деятелями осетинской культуры. Можно без всякого привлечения сказать, не будь Миллера, у нас не было бы Саввы Кокиева. Был такой Савва Кокиев, он написал одну
большую работу записки о битве осетин, которая является классикой осетинской этнографии. Когда его читаешь, просто прелесть дальше. У нас не было бы Соломона Тукаева, у нас не было бы Цоцко Амбалова, у нас не было бы Инала Собриева, Алмахсита Канукова, Асламурза Кайтамазова и многих других. Они сыграли очень большую роль, помогали, собирали ему материал и оказывали ему помощь для создания Миллера своих научных трудов. Вот что он писал о них самих. Эти молодые люди, писал о них Всеволод Федорович, достойны того, чтобы родная Осетия поставила им рукотворный памятник, на котором бы значились их имена, как имена осетин, создавших и распространивших осетинскую письменность и национальную школу и науку. Вот вам одна из заслуг Всеволода Федоровича, что он вовлек в осетиноведение вот такую одаренную молодежь. Как только стали приезжать на Кавказ путешественники, ученые и так далее с разных мест, и оказывалось, что в центре Кавказа живет народ, который не говорит ни на одном кавказском языке, то это всех интриговало. А кто же они такие? Каков их язык, каково происхождение? И в этой связи возникло очень много различных теорий. Германская теория происхождения осетинского народа, семитская теория происхождения, то есть еврейское происхождение, половецкая теория, угрофинская, каких только не было теорий в итоге. И ни одна из этих теорий как-то впоследствии не была оправдана. И в начале 19 столетия Российская академия наук прислала на Кавказ известного востоковеда Юлиуса Клапрота. И он, когда приехал, будучи более высокого уровня ученый, он впервые установил, что язык, на котором говорят осетины, относится к иранской и к индоевропейской семье языков. Заслуга Клапрота заключается в том, что он первым именно выдвинул его. Раньше его был Потоцкий, а потом в особенности Клапрот. И вот он впервые выдвинул о том, что мы иранцы по языку и по происхождению. Я бы еще хотел сказать о том, что в чем особая значимость Миллера для нас. Понимаете ли, просто для того, чтобы сказать о происхождении народа и сказать о том, что язык у них одинаковый, и поэтому поставить точку уже все ясно невозможно. Потому что много таких случаев, когда народы говорят на одном языке, но происхождение у них совершенно этническое происхождение у них разное бывает. Для того, чтобы именно доказать, что именно осетины являются ираноязычным народом, то есть их предки, надо было доказать его языковыми средствами. Раз, это в первую очередь, язык – это решающий фактор. Надо было доказать его археологическими средствами. Миллер сам был археологом, сам производил археологические раскопки, изучал аланскую культуру. Надо было именно собрать фольклорный материал, в особенности нартовский эпос, антропологические и другие материалы. И заслуга Миллера заключается в том, что по всем этим категориям, по всем этим смежным наукам, кроме языка и другими, он полностью доказал, что именно осетины, предками осетин, непосредственно предками осетин были аланские племена. Вот в этом его великая заслуга. И после Миллера никто в мире больше не сомневается в этом происхождении. Правда, сейчас, в последние годы, без смеха об этом нельзя говорить, появились претенденты на аланское наследие, которые просто вызывают только смех своей ограниченностью и тупостью постановки вопросов. Вот в этом великая заслуга Миллера. Он совершил 6 экспедиций по Осетии. И после второй экспедиции разговаривал именно на осетинском языке, собирал материал у местного населения. А вот его осетинские этюды, по-моему, эта книга есть уже везде и всюду. Это стало фактически самой ценной книгой. Это такая книга, это памятник цели для нашего народа в целом. И мы, выход этой книги, мы должны всегда празднично отмечать его юбилей издания. Первая книга его вышла в 1881 году, потом в 1883 и 1887 годах. И потом все 3 книги вместе объединенные называются «Осетинские этюды». Это замечательная работа.
замечательная работа по осетинской культуре, и он заложил прочную основу для осетиноведения. Для нас всех является настольной книгой. В 1992 году покойный, один из лучших сыновей осетинского народа, Султан Петрович Тоболов, он взял на себя эту инициативу и большим тиражом издал осетинские этюды. И в 1993 году тогда я был руководителем республики, и прямо в мой кабинет принес мне вот такой подарок, и раздавайте всем, и научному институту, и другим, и так далее, всем, кто интересуется осетинской культурой. И этой книги «Осетинские этюды» сейчас находится везде всюду. Так что вот таковы великие заслуги этого человека. Они безмерно велики перед нашим народом. До этого нас знали некоторые там представители, горский народ и тому подобное и прочее, но Миллер, а потом и Ковалевский. Ковалевский тоже был выдающимся ученым, Максим Ковалевский. И Миллер сам его пригласил с собой на Кавказ. Самая большая знаменитая работа его также посвящена осетинам, современные обычаи и древний закон. Благодаря этим двум большим работам, двух крупнейших ученых, имена которых были известны в Западной Европе, именно осетиноведение как наука вошла в европейскую науку. Миллер доказал, что алани – предки осетинского народа. Но вместе с тем, рядом своих работ, он доказал о том, что не только алани, но предшественники алан были сарматы, а сарматы были тоже и скифы, скифо-сарматские племена. И вот в этом отношении он тоже нам дал хороший урок для последующих ученых. В 1884 году, по-моему, он написал одну статью «Черты старины в сказаниях и в бытии осетин». Черты старины в сказаниях и в бытии осетин. И он взял и провел именно, сравнил осетинские обычаи и некоторые эпизоды из нартовских сказаний со скифским бытом. И провел очень такие параллели, осетино-скифские параллели в области этнографии и, допустим, нартовского эпоса. И вот эта маленькая книга «Черты старины» послужила очень хорошим началом для того, чтобы в последующее время это самые параллели стали развиваться все дальше и дальше. И вот сейчас эти 11 параллелей, благодаря последующим ученым, работам последующих ученых, которые изучали скифо-осетинские параллели, там Василий Иванович Шабаева, большую работу в этом плане провел и профессор Юрий Сергеевич Коглойте. У меня тоже есть определенные работы, тоже приумножающие эти вопросы и так далее. И вот эти настолько уже разрослись, что сейчас в серьезной науке никто уже не отрицает о преемственной связи скифа, сармата, алан именно с современными осетинами. Вот таковы заслуги Всеволода Федоровича Миллера, коротко, что я могу вам сказать. Высокий подвиг во имя родного народа совершил и один из выдающихся представителей первого поколения осетинских просвещенцев Аксокольев. Об Аксокольеве мне тоже удалось написать небольшую книгу. Вот она перед вами. Ну, в общем, я говорю о том, что я в целом этнограф, и больше занимаюсь, основные мои умыслы связаны с этнографической наукой. Я издал там книгу «Народный земледельческий календарь», древнейшие пласты духовной культуры осетин, и в последние годы у меня вышла большая монография, изданная в Москве, во Владикавказе, традиционной духовной культуры осетин. Это основное мое направление научное. Но параллельно с этим мне приходилось заниматься просто для утешения своей души и избрать любыми темами. С этим человеком, его биографией познакомился еще будучи студентом, и как-то он меня пленил своим одним шагом. Все было заключено в том, что он открыл первую женскую школу на Северном Кавказе, именно во Владикавказе. И при каких условиях он открыл его? Жил он в двухкомнатной квартире. Не квартира или просто дом его состояли из двух комнат. У него было 3 детей, супруга, естественно, и занимали вот эти 2 комнаты. Он оттеснил всю свою семью в одну комнату, а эту комнату полностью сделал классом. Он сам им преподавал.
Их было около 18 человек. Потом уже пригласили других педагогов. И вот так он впервые на Северном Кавказе открыл дорогу для осетинской женщины, для осетинских девушек. Внес очень большой вклад в нашу культуру, в наше развитие. И его заслуга не только в этом. Я считаю его самой главной его заслугой. Но вместе с тем мне хотелось бы сказать еще о нем следующее. Человек, о котором идет речь, заслужил от народа оценку, которая высечена на его надгробной плите во дворе Осетинской церкви. Он был похоронен вторым в Осетинской церкви. Я марда дурфест яфте. Рухсагу рухсаг. Агас ирде бузнакесте. Агас ирде бузнакесте. Да, любой осетин мечтает получить столь высокое признание своих заслуг перед Отечеством. Но таких счастливцев, каким в данном случае был Аксок Кольев, не очень-то много. Он был первым, кто основал осетинскую церковь. До этого в осетинских церквях богослужения всегда происходили на церковнославянском, на славянском и других языках в итоге. И он впервые уже в осетинской церкви читал осетинские молитвы. Кольев же первым начал переводить вот эти русские молитвы и другие, то, что связано с церковной службой и так далее, на осетинский язык, чтобы на осетинском языке люди уже молились Всевышнему православные. Кольев был очень большим культурным деятелем, был ярым защитником распространения православной веры среди осетинского населения. В этой связи ему приходилось сталкиваться и с царской администрацией, и с другими деятелями. Это способствовало развитию национального самосознания осетинского народа. Самым настоящим подвижником он проявил максимум усилий для привития детям любви к родному языку, к лучшим национальным обычаям и традициям. Подвижнической деятельности Аксок Кольева высокую оценку дали выдающиеся представители осетинской культуры. Сека Гадьева, вы знаете, один из основателей осетинской прозы. В итоге он тогда следил за тем, чем занимается Аксок Кольев, и писал в последующем вот следующие слова о нем. Да. Аксок хорошо знал и отлично понимал свой народ. Днем и ночью не знал покоя и отдыха. Как птица, великая труженица, облетел Осетию вдоль и поперек, побывал многократно во всех ближних и дальних районах, чтобы объединить народ во имя добра, справедливости и лучшего светлого будущего. Он окончил с отличием именно в Тбилиси учительскую семинарию, с отличием одним из первых, и начал создавать вот эти вопросы в итоге. О его подвижнической деятельности очень хорошо писали и другой известный осетинский деятель Гапов Баев, один из самых лучших представителей нашей интеллигенции до революционного периода. Вот что он писал. Достаточно вспомнить протоиерея, он был церковником и был в сане протоиерея Алексея Кольева, начавшего свою службу в конце 40-х годов, окончившего ее в начале 60-х годов. Этот человек был вечным депутатом и ходатаем при жизни своей за интересы народа. Речи его, произнесенные в защиту земляков перед наместником Кавказа, перед местными властями, до сих пор цитируются, вспоминаются народом. Особенно важное в его деятельности открытием женской школы в итоге. Истоки школьного образования в Осетии восходят к 60-м годам 18-го столетия. Тогда первая осетинская школа была открыта в Моздоке. И лишь ровно 100 лет спустя, в 1862 году, впервые порог школы переступили девочки-осетинки. Открыл школу по личной инициативе Аксок Кольев. Вот как описывает этот подвижнический труд управляющий осетинскими приходами архимандрит Иосиф Чепиговский. Очень был прогрессивным, религиозный руководитель, но очень прогрессивный деятель. Вот послушайте его. Первый он понял, что воспитание поколения на христианских началах нужно прежде всего христианская семья. Нужна христианская семья, а следовательно христианская мать. И вот по своей собственной инициативе и на свои собственные скудные средства образует он небольшую школу для девочек-осетинок. Помещая сам со своей семьей в 2 небольших комнатах,
он находит возможным здесь же заниматься со своими ученицами. Подобное стеснение и пренебрежение семейными интересами вызывает ропот со стороны домашних, но апостольская ревность этого истинного христианского пастыря все превозмогает. В 1962 году открыли, но в 1966 году в совсем молодом возрасте заболел он, и он скончался. Школа, которую он создал, имела исключительно большое значение в истории нашего народа. Было общество, это восстановление христианства на Кавказе, такое общество, и когда Аксо не стало в живых, вот это общество взяло шефство над этой школой. Эта школа прослужила до 90-х годов 19 столетия. Даже до 1918 года. Но в 90-х годах 19 столетия уже нависли тучи над этой школой. По кому-то очень захотелось просто закрыть эту школу. Были предложения перенести его в Цхинвал, чтобы только там его больше не было. Но для того, чтобы оставить эту школу, поднялась вся тогдашняя осетинская интеллигенция, писала и в Москву, и везде всюду, чтобы сохранилась эта школа в целом. В эту борьбу, кстати, подключился и Костах Этагуров. Он возглавил вот это движение, чтобы сохранить эту школу, не отправлять его туда. Вот что писал в одном из своих просьб именно Костах Этагуров. Школа эта, находясь во Владикавказе, в умственном и административном центре Осетии, оказала самое благотворное влияние на положение женщин в Осетии. Из стен этого заведения, одного из лучших светочей христианского просвещения среди горских племен Кавказа, вышли десятки интеллигентных осетинок, примерных тружениц, матерей семейств и народных учительниц, в которых все сильнее и сильнее ощущается потребность для духовно-нравственного воспитания как мужского, так и женского населения. После того, как появилась эта школа, потом уже во второй четверти 19 столетия возникли уже такие женские школы в Салугардане, в Ардоне, в Дашкохе, в Волгинском, в Гизеле, Хумаллаге, в Вольно-Христианском, Даргавсе и в других местах. Вот какое большое значение имела эта школа. Постольку уже женщины стали вот такой ведущей силой в обществе, уже у нас появилось очень много интеллигентных семей в Осетии. И по степени распространения грамотности, высшего образования и других по этим обстоятельствам Северная Осетия фактически была впереди соседних республик. Та интеллигенция, которая выросла в Осетии в конце 19-го, в начале 20-го столетия, просто удивительно. Одних царских генералов в Осетии до революционной Осетии было 57 человек. Одних царских генералов. Одним словом, личность Кольева – значительное явление в истории осетинского народа. Он и первопроходец именно на ниве религиозно-нравственного воспитания масс и просветительской деятельности. Он и первый стихотворец. Да, вот в этой книге имеется первые его 3 стихотворения на осетинском языке. Однако, если бы он даже ничего больше не сделал, кроме открытия женской школы у себя на дому и безвозмездное учительство в ней, он все же заслужил вечной благодарности народа. Можно представить, какую душевную радость он испытывал, давая уроки девочкам, с каким усердием он с ними работал. Готов ли кто-либо из наших современников на подобный подвиг? Найдется, но, видимо, очень и очень мало людей. Я хотел бы рассказать вам еще о одном выдающемся деятеле прошлой культуры. Его звали Гиго Засохов. Жил он в конце 19-го, в начале 20-го столетия. Как и его Аксо Кольева, заслугу Засохова Гиго перед осетинским народом великое множество. Он и литературный критик, и публицист, и талантливый педагог, и, наконец, видный деятель общественно-политического движения на Северном Кавказе. Однако больше всего импонирует его большое человеческое сердце, искренняя любовь именно к родному народу, готовность жертвовать его всем, чем возможно. Эти качества и достоинства Засохова его особенно ярко проявились по отношению к олицетворению осетинского народа, его чести и совести Костаху Этагурову. Несомненно, современники Коста высоко чтили и уважали его, отстаивали, отдавали должное его таланту. Однако в ряду тех, кто знал цену личности Коста, кто
кто искренне и от души переживал за состояние больного поэта, это был Гиго Засохов. Гиго Засохов был среди этой интеллигенции первым. В 1904 году на страницах газеты «Казбек» стали печататься материалы о сборе средств для оказания помощи больному поэту. Но вы знаете хорошо уже, что после 1902 года состояние Костаха Тагурова все больше и больше ухудшалось, и к 1904 году еще совсем стало плохо. Засохов в письме в редакцию газеты «Казбек» под заглавием «Постыдное забвение» он писал: «Как безжалостно насмехалась злая судьба и над этой личностью», Костаха Тагуров имеет в виду. Не место здесь и не время пока говорить о заслугах Коста для Осетии. Скажем лишь то, что не было в Осетии народного деятеля, который бы был так известен и почитаем своим народом, как Коста. На нравственной обязанности каждого осетина, осетинской интеллигенции в особенности, лежит долг внести посильную лепту для облегчения участи незабвенного для Осетии Коста. Спустя полгода та же газета устами Засохова вновь бьет тревогу, извещает об еще большем ухудшении состояния больного Коста. И когда в 1906 году его уже не стало, в апреле Коста не стало, Засохов в телеграмме из одной из астраханских тюрем, он сидел тогда в тюрьме, да, арестовали его царские охранки, он горевал: «Со всей мыслящей Осетии оплакиваю кончину честного борца за свободу Костаха Тагурова». Однако на этом не успокоилось беспокойное сердце Гиго Засохова. Он очень пристально следил за творческими делами Костаха Тагурова, собрал его материалы, его творческое, его стихи, и на свои собственные средства в 1909 году он издал книгу под названием «Костаха Тагуров». В 1909 году. В книге, кроме переписки, документов, биографии, впервые были представлены читателю стихи, написанные поэтом на русском языке. Вот тоже вам живой пример, как следует любить Коста и через него родину свою. Я хочу вас познакомить еще с одним деятелем нашей прошлой истории. Его звали Бабу Зангиев. Он был краеведом, подвижником, публицистом, окончил Кутаисскую учительскую семинарию, после этого вел учительскую работу. И он же первым открыл в Беслане школу. На собственные деньги построили дом в селе Цей, куда шли на лечение легочники, чехотка. Буквально в смысле косило людей в дореволюционный период в особенности. И вот на собственные средства, зная о том, что именно Цей является местом лечебницы в итоге, там он построил лечебницу для легочников. Да, ну, когда он увидел о том, что это имеет какой-то результат, то обратите внимание, он оставил все свои деятельности, выехал в Сибирь и начал работать в Забайкальской железной дороге. 7 лет проработал на этих железных дорогах, собрал определенную сумму, там, видимо, давали. Автор 7 лет он поработал вот в Сибири, и вот собранные деньги он привез и построил лечебницу в селе Ницей и полностью подарили его народу. Скажите, это разве не подвиг? Как можно еще было лучше служить именно человеку? Гиго Засохов в газете «Терек» писал: в Алагирском ущелье около Цейского ледника вырастает нечто вроде санатория для слабогрудных, то есть для чехоточников. Бывший учитель осетин Зангиев Бабу построил здесь приличные номера для приезжающих и завел европейскую кухню. Приезжих больных в этом году было много, и номера господина Зангиева далеко недостаточны. Это доброе начинание заслуживает самого серьезного поощрения со стороны правительства и общества. Это произошло в 1910 году. Если говорить о юго-осетинской интеллигенции в целом, то особенно мне хочется сказать о первом учителе в Южной Осетии. Пионером в деле насаждения грамотности среди Южной Осетии по праву считается Тома Чочиев. Он получил соответствующее образование в середине 19 столетия и загорелся желанием обучать именно детвору.
Он был первым, кто собрал деревенских мальчишек. Я когда годи ортевок, weil там у него не было соответствующих условий, а меня мадовсом, там рассуди Крозма. И вот он собрал деревенских мальчишек в селении Кроз и стал обучать их грамоте в хлевах, мякинниках, на открытом воздухе, где удобно было рисовать букву на чистом снегу. Благодаря Фоме было заложено начало школьного образования на юге Осетии. Чем мне подвиг именно поступок Фома? Был один хороший деятель народного образования, Хетагуров, который писал именно о Фоме следующее. Школьное дело в Южной Осетии называется так статья Хетагурова, одного корреспондента. Он полностью посвящает его Фома Чочеву, какую он большую роль сыграл именно в насаждении образования в Южной Осетии. Оттуда он потом перешел в Джавскую школу. И некий империцы, который приехал на проверку именно школьного состояния в Южной Осетии, он был в восторге, когда он в Джавской школе послушал, насколько были подготовлены ученики, которые учились в этой школе. Джавская школа была одной из первых школ, именно по-настоящему можно было назвать школой в составе Южной Осетии. Было и много других энтузиастов. Например, жители селения Беслан в целом Осетии должны знать добрые имена Бориса Фриева, Александра Гутиева. Это они подарили помещение для открывшейся женской школы в Беслане. Помните, чтит Николая Гутиева, в доме которой открылась женская церковно-приходская школа, в которой получили образование почти вся грамотное поколение бесланцев на рубеже 19-20 столетия. И вот таких случаев в нашей истории было больше, чем достаточно. Я вам привел только некоторые примеры из прошлой истории, для того, чтобы просто мы имели представление, как люди горели желанием создавать осетинскую письменность, служить нашему народу, просвещать его в целом. Я вам уже говорил о том, что в 1942 году впервые были изданы нартовские сказания здесь, в Южной Осетии, а потом в 1946 году были изданы первые такое академическое издание на осетинском языке «Нарта Качета Заваджахава», в 1948 году на русском языке. И вы можете себе представить, все население Осетии зачитывалось нартовскими сказаниями. Трудно было найти одного человека, который бы не знал, не увлекался ими. Говорит, если о духовном богатстве нашего народа в целом, то равного нартовским сказаниям я ничего вам не могу назвать. Это богатейшее сокровище нашей культуры, которое нам оставили наши предки.